Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В МВД России по Вилюйскому району поступило 27 сообщений о нападениях стаи собак. По сообщению ведомства, первой из центральной районной больницы обратилась 63-летняя жительница районного центра, которую покусали собаки. Всего с того периода зарегистрировано 27 аналогичных сообщений. Из них 20 поступили из больницы по результатам оказания медицинской помощи гражданам, пострадавшим от укусов собак. Пострадавшие рассказывали о том, что на улицах города подверглись нападению не менее 15 собак, сбившихся в стаю. Полиция начала проверку по этим фактам. В Покровске неустановленный автомобиль, предположительно мусоровоз, повредил кузовом газовую трубу низкого давления. Инцидент произошел на улице Вокзальная около полудня. В результате происшествия пострадавших нет. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. При проведении аварийного ввода резерва под отключение на время сварочных работ попали 3 дома, в которых проживают 5 человек, сообщает противопожарная служба Якутии. В Сунтарском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины по факту обрушения потолка в доме для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Следователи установили, что индивидуальный предприниматель, являясь руководителем строительной бригады, построил и сдал в эксплуатацию 4-квартирный дом в селе Сунтары для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по которому в нарушение установленных требований не применена жесткая связка потолочных балок с несущей стеной. В процессе эксплуатации дома в январе 2018 года из-за наличия множества щелей в конструкции пола и отсутствия теплоизоляции цокольного перекрытия произошла оттайка грунта под зданием в центре, которая повлияла на неравномерные осадки фундамента. Вследствие осадки фундамента произошли подвижки несущих стен, произошло обрушение части чердачных перекрытий. Уголовное дело направлено в суд. В Намцах воспитанницы детского сада самостоятельно ушли домой. Девочки 2013 года рождения, оставшись без присмотра воспитателей, самостоятельно оделись и покинули дошкольное учреждение. Впоследствии одна из них через полчаса самостоятельно прибыла к своему дому. Ей диагностировано обморожение пальцев рук. Поступила в ожоговое отделение медицинского учреждения в городе Якутске. Вторая девочка после 6 вечера была доставлена к себе домой посторонними лицами. У нее обнаружено общее переохлаждение. Данный инцидент свидетельствует о халатном отношении работников указанного детского сада к исполнению своих должностных обязанностей, в результате чего грубо нарушены требования федерального законодательства. По данному факту прокурором Намского района 17 января текущего года начальнику районного управления образования внесено представление с требованием привлечения к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц и принятия мер по недопущению таких нарушений во всех образовательных организациях района. Отделом МВД России по Намскому району проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, которая находится на контроле прокуратуры. В ходе патрулирования инспекторами ДПС во дворе одного из домов Якутска была замечена автомашина с тонированными по кругу стеклами. Кроме того, водитель транспортного средства вел себя неадекватно. То глушил, то заводил автомобиль. Выезжал, потом обратно заезжал на парковку. При проверке водителя полицейские обратили внимание на странное поведение 60-летнего водителя. В ходе проведения досмотра транспортного средства сотрудниками полиции в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты наркотические вещества. По данному факту проводится проверка. В Якутске инспекторы ДПС задержали угонщика по горячим следам. Ночью неизвестные угнали автомашину Toyota Vitz. Незамедлительно всем дежурившим автопатрулям была передана ориентировка угнанного транспортного средства. В ходе разыскных мероприятий данная машина была обнаружена на переулке Базовый. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина, который, как позже выяснилось, был уже ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью человека. По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен хозяину в исправном состоянии. Верхневилюйский суд вынес приговор в отношении 5 молодых людей, обвиняемых в разбое. Об этом сообщает прокуратура республики. Установлено, что 25 октября, выпив, один из них предложил напасть на вахтовых рабочих. Остальные эту идею поддержали. Вооружившись топорами, палками и металлическим ковшом, молодые люди незаконно проникли в дом к 2 вахтовым рабочим. Угрожая расправой, злоумышленники забрали у потерпевших 5000 рублей. Суд приговорил каждого из подсудимых к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Прокуратура Верхневилюйского района Республики Саха-Якутия поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 5 молодых людей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Взрыв, заложенной в автомобиле бомбы, унес жизни 8 человек в Боготе. Многие получили ранения. Власти осудили акт терроризма. Подробности в репортаже наших коллег, рассказывает Сергей Берец. Войска и полиция оцепили район Боготы, где в четверг прогремел мощный взрыв. Бомба в автомобиле сработала рядом со зданием полицейской академии. Погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 10 получили ранения. В окрестных домах выбиты окна. Информацию о числе убитых и раненых обнародовало Министерство обороны. В его заявлении не сказано, идет ли речь о сотрудниках полиции или гражданских лицах. Президент Колумбии Иван Дуке назвал произошедшее гнусным терактом. Он принял решение срочно вернуться в столицу с запада страны, где принимал участие в заседании по вопросам безопасности. Глава государства отдал распоряжение силам правопорядка найти злоумышленников и передать их в руки правосудия. Кто именно совершил диверсию, пока неизвестно. Взрывы заминированных автомобилей были частым явлением в Колумбии во время многолетней гражданской войны. Эту же тактику использовали члены медельинского наркокартеля, который возглавлял Пабло Эскобар. Несмотря на мирное соглашение 2016 года между основной партизанской группировкой ФАРК и правительством, в стране продолжают действовать мелкие вооруженные формирования левацкого и ультраправого толка. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.